Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 21 ноября. Ордена, медали, звания. Президент наградил профессорско-преподавательский состав Югостинского госуниверситета. Акты составлены, штрафные санкции применены. Рейдовые мероприятия энергоресурса выявили злостных нарушителей. Селихи Тагурова Цхинвальского района они обходят дома жителей и проверяют, насколько правильно работают счетчики. И вновь призовые места. Воспитанники боксерского клуба «Ирон» вернулись на родину с победой. Ряд преподавателей Югостинского госуниверситета удостоен высоких государственных наград. Мероприятие приурочено к 85-летию вуза. И сегодня во время награждения президент Анатолий Бибилов отметил, что прекрасные традиции должны быть продолжены, а труд преподавателей оценен по достоинству. Репортаж Урузы Тедеевой. Несколько десятков человек из числа профессорско-преподавательского состава Югостинского государственного университета получили награды из рук президента. Люди, которые посвятили себя преподаванию в вузе, получили награды в связи с 85-летним юбилеем единственного в республике высшего учебного заведения. Анатолий Бибилов еще раз поздравил коллектив и студентов вуза с юбилеем, отметив, что за 85 лет в университете устоялись прекрасные традиции, которые должны быть продолжены. Труд преподавателей должен быть по достоинству оценен. Югостинский государственный университет указом президента удостоен ордена почета. Анатолий Бибилов выразил надежду, что из этих стен будут выходить будущие профессора, доценты, ученые, квалифицированные кадры, в которых так нуждается молодое государство. Очень бы хотелось, чтобы наши студенты действительно были достойны и во многом, может быть, даже превзошли своих преподавателей. Это честь делает и университету, это честь делает и профессорскому преподавательскому составу, это честь делает в целом нашей России. Поэтому я еще раз желаю успехов. Еще раз очень хочется, чтобы уровень образования он повышался. Нету предела знаниям, как мы все знаем. Я думаю, что стремление к этим знаниям это как раз от этого как раз зависит и развитие общества в целом. За заслуги в научно-педагогической деятельности большой вклад в подготовку специалистов. Преподавателям были присвоены почетные звания «Заслуженный работник высшей школы». Вручены ордена дружбы, медали во знаменовании 25-летия Республики Южная Осетия. Сегодня, когда я шел сюда, я вспомнил знаменитые слова великого русского писателя Радищева, который сказал: «Я взглянул окрест себя, и душа моя уязвлена стала». Перефразируя эти знаменитые слова, мы должны сказать: «Я взглянул окрест себя, и душа моя переполнилась радостью». Наш героический университет показал образцы героизма, и мы под пулями читали лекции, а наши студенты посещали наши лекции. Награды получили не только преподаватели, которые долгие годы работают в вузе, но был отмечен и труд педагогов, работающих сравнительно недавно. Именно они являются продолжателями славных традиций вуза. Церемония прошла в теплой атмосфере. Награжденные поздравляли друг друга и делились эмоциями. Особенно волнительно, что эти награды вручил нам наш президент Анатолий Ильич, который очень тепло приветствовал нас, говорил добрые слова. Это очень волнительный и знаменательный день для всех нас. И я хочу выразить огромную благодарность и президенту, и ректору. Среди награждаемых были представители практически всех факультетов, а также сотрудники администрации вуза. Роза Тедеева, Заур Устаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. В рамках подписанного договора с Российской Федерацией с января 2017 года для работников бюджетной сферы предусмотрено повышение заработной платы на 23%. Перерасчет решено было произвести в конце этого года. Кроме того, в будущем году ожидается подписание очередного дополнительного соглашения, которое предусматривает поэтапное повышение зарплат. Все подробности у Дзерасы Кузаевой.
В рамках договора о союзничестве и интеграции предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и дальнейшее ее увеличение до уровня, сопоставимого к зарплатам Северокавказского федерального округа. По словам министра финансов Азы Хабаловой, повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, которое было предусмотрено с января 2017 года, перенесли на конец года, в связи с чем в этом месяце бюджетники получат разницу. Условия, которые были прописаны в этом соглашении, мы немножко припоздали, к сожалению, с этими проектами постановлений, но для этого были объективные обстоятельства, но в любом случае это решение принято, и постановления, которые были приняты, они снова распространяются на те категории, которые отражены в этом соглашении. То есть это бюджетная сеть, как мы это говорим, это врачи, учителя, младший персонал, старший медперсонал, то есть все, что касается бюджетных учреждений. И в этот перечень не входят, как я уже отмечала в своих выступлениях, не входят ни силовые структуры, ни госслужба. В этом году бюджетники получили 23% по отношению к окладу или ставке. И в любом случае суммы получаются разные. Также значение имеют разряды, и в зависимости от них работники бюджетной сферы получат перерасчет. Аза Хабалова отметила, что этот процент облагается подоходным налогом, а 1% причисляется в пенсионный фонд. Чтобы было немножко понятнее, я сделала выборки. И вот по отраслям могу вам сказать, что в отрасли образования этот диапазон от 1120 рублей в месяц, да, увеличение, до 3245. Это последняя разрядная сетка, самый высокий оклад, должностной оклад или тарифная сетка, по тарифной сетке, которая существует в отраслевых. Но в среднем вот в отрасли образования это примерно на уровне 1994 рубля. Да? Что касается здравоохранения, примерно такой же разброс. От 1120 рублей до примерно 3000. Усредненная где-то на уровне порядка 1800. По культуре разброс от 800 рублей в месяц до 2782, но в среднем это где-то порядка 1700. И то, что касается сельского хозяйства, разброс от 800 рублей в месяц до 2100 рублей. И для средней категории это где-то на уровне 1300. Вот таким образом, то есть в зависимости от разряда, по которому оплачивается работник конкретный, у него и будет варьироваться то софинансирование повышения, которое было предпринято. Поэтапное повышение продолжается, и в будущем году во время подписания очередного дополнительного соглашения в рамках договора о союзничестве и интеграции по целевым показателям будут определены цифры. В любом случае общая сумма в среднем достигает 210-220 миллионов рублей. Так что в будущем году также софинансирование будет осуществляться, но я хочу обратить ваше внимание на следующее. Уже на заседании правительства я говорила о том, что да, процесс продолжается, но в ведомствах, которых это касается, разрабатываются новые системы оплаты труда. Это в здравоохранении, в образовании, в культуре. И в дальнейшем повышение, скорее всего, будет привязываться, уже дифференцироваться и привязываться к личному участию и к личным достижениям, в данном случае отдельных работников. То есть это не будет уже носить уравнительный характер. Если сегодня мы повысили всем заработную плату, то в следующем году, как предполагают отраслевики, это уже будет зависеть от конкретного вклада, конкретных достижений, конкретного качества труда каждого работника. Что касается детских пособий, в настоящее время разрабатываются два проекта постановления. Единовременная выплата на рождение ребенка от 5000 рублей будет увеличена до 10 тысяч. Если раньше на третьего рожденного в семье ребенка до достижения 1,5 лет выплачивалась сумма в размере 2000 рублей, то теперь эта сумма будет выплачиваться уже и на второго ребенка. Новые постановления вступят в силу с января 2018 года. Зараса Козаева, Алим Петев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня полномочный представитель президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джуев провел встречу с сопредседателями Женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье. В ходе встречи коллеги обсудили вопросы, связанные с подготовкой очередного 42-го раунда Женевских переговоров. Эльвира Тибилова с подробностями. Полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джуев поприветствовал нового сопредседателя от Евросоюза Тойва Клара и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Для вас эта тематика довольно знакома, вы долго занимались вопросами
Женевского процесса, будучи руководителем миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии, так что для вас это не новое. И мы думаем, что ваше участие в Женевском процессе будет способствовать позитивному продвижению нашего совместного дела по обеспечению безопасности и стабильности в нашем регионе в целом. Основной задачей для Южной Осетии на женевских переговорах является подписание Грузии юридически обязывающего документа о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии, как гаранта безопасности для двух стран, отметил Мураджоев. Вместе с тем настороженность вызывает провокационные действия грузинских властей. У нас нет оснований быть совершенно спокойными, поскольку, с одной стороны, мы наблюдаем, что руководство Грузии продолжает озвучивать угрозы в адрес Южной Осетии, продолжает звучать агрессивная риторика, которая нас не может не настораживать. И с другой стороны, и ситуация в районах, прилегающих к границе, тоже оставляет желать лучшего. На недавно прошедшей встрече в рамках империи мы выразили большую обеспокоенность по поводу того, что в октябре месяце было 2 случая обстрела территории Южной Осетии со стороны Грузии, в результате чего были повреждены пограничные указатели. Полпред президент обратил внимание на то, что этот не единичный случай мог нести большие последствия, так как место обстрелов указателей расположено вблизи населенных пунктов. Новый сопредседатель от Евросоюза Тойва Клар отметил важность женевских переговоров и встреч в формате империи. Он также встал в поддержку мнения об успешном завершении работы по подписанию документа о неприменении силы. Discussions today in preparing the Geneva round. У нас была довольно плодотворная встреча сегодня в преддверии подготовки к женевским дискуссиям, которые состоятся в начале декабря. И мы довольно-таки конструктивно обсудили те вопросы, которые будут обсуждаться в Женеве. На предыдущем раунде женевских дискуссий мы обсуждали этот вопрос, конечно. Обсуждение вопроса проходило в очень конструктивной атмосфере. Принципиально важным вопросом для Южной Осетии является выявление судеб без вести пропавших граждан Южной Осетии. Этот вопрос обсуждается на женевских встречах и в формате МПРИ. Эксперт Душан Игнатович предоставил по этому вопросу 2 отчета. Он приезжает в Грузию в декабре, чтобы с генпрокурором, грузинским генпрокурором обозначить его мандат на следующий год. И также он приедет сюда, в Южную Осетию, на встречу с господином Джилой. Он находится с правительством Грузии в тесном контакте, и также он контактирует с МККК, с Красным Крестом, в вопросах достижения прогресса в этом вопросе. Сопредседатель от ООН Анти Турунин подвел некоторые итоги своей работы. Мой период нахождения на этой должности уже подходит к концу, и я хотел бы сделать несколько таких замечаний по поводу моей работы. Мы обсуждаем ту же повестку дня, и находятся очень важные вопросы на этой повестке дня. И мы знаем, что политически довольно много таких вопросов спорных, которых нам необходимо разрешить. Многие конкретные вопросы могут быть решены и были решены на местном уровне. И также мы должны отметить, что очень хорошая рабочая атмосфера по некоторым вопросам двухстороннего характера на женевских дискуссиях. Это дает мне надежду, что многие вопросы могут быть решены таким постепенным, шаг за шагом. Мураджоев отметил, что в случае подписания документа о неприменении силы будет вестись работа по составлению новых договоренностей, обеспечивающих безопасность Южной Осетии. Мы отметили, что было бы неплохо, чтобы на этом раунде наконец-то согласовали совместное заявление всех участников о приверженности принципу неприменения силы. Работа, над которым идет давно и практически уже подходит к завершению. Но отметили тут же, что это является прелюдией или шагом в направлении выработки больших двусторонних соглашений о неприменении силы, которые будут иметь также юридическую силу и международные твердые гарантии.
После встречи сопредседатели посетили села Цхинвальского района Эрит и Уанат, сожженные грузинской армией в 2008 году. Все дома в этих селах разрушены и нуждаются в сносе, так как они не подлежат восстановлению. Делегации показали и святилище в селе Эрит, датируемое X веком, а также кладбище грузинских захоронений, которые не тронуты местными жителями близлежащих сел. Очередной раунд женевских переговоров состоится в декабре. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. Наша съемочная группа совместно с работниками ГУП «Энергоресурс» провела рейдовые мероприятия по выявлению недобросовестных граждан, которые являются злостными неплательщиками электроэнергии, и тех, кто ухитрился провести левую линию. Их количество оказалось немалым. О результатах плановой проверки репортаж Алены Оттаевой. Сотрудники ГУП «Энергоресурс» проводят рейдовые мероприятия. Плановую проверку начали с районов республики. В селе Хитагурово Цхинвальского района они обходят дома жителей и проверяют, насколько правильно работают счетчики. А также выявляют абонентов, которые, пользуясь разными способами, крадут электроэнергию. Абоненты через счетчики особым способом проводят левый ввод, к которому подключают разные электрические приборы – стиральную машину, холодильник, обогреватели. Все это делается в целях бесплатного потребления электроэнергии, чтобы платить меньше или вообще не платить. Наша съемочная группа совместно с работниками ГУП «Энергоресурс» застала абонентов, у которых был проведен левый ввод. В отношении таких недобросовестных граждан составлены акты, и эти люди будут оштрафованы в размере 15 тысяч рублей. Правда, среди жителей были и такие, которым их соседи сообщили, что проводится плановая проверка. Узнав это, они сами отрезали левую линию. Пока проверили счетчики у 25 абонентов, и у 6 обнаружили левый ввод. Вот в этом доме хозяин, узнав, что мы проверяем, сразу же отключил свою левую линию. Руслан Бедоев также отметил, что есть среди населения абоненты, у которых счетчики вышли из строя, несмотря на то, что они новые. Эти люди должны их поменять на новые, а до этого за расходование электроэнергии временно платить за среднемесячный расход. Мы будем передавать все необходимые документы в суд, если абоненты своевременно не поменяют счетчики. Не хотим оставлять этих людей без света, так как уже холодно и в домах у многих дети. Поэтому не сразу применяем меры, а предоставляем им время. Если они их не поменяют, нам придется отключить от электросети. Задолженность перед Российской Федерацией на сегодняшний день составляет 139 миллионов рублей. Над тем, чтобы осуществлялась своевременная оплата за расходование электроэнергии, работают соответствующие службы. Но сами жители тоже должны проявить понимание и погасить свою задолженность. Жители села Хитагурово отметили, что они будут платить за коммунальные услуги. Но дело в том, что электрические провода не протянуты как положено. И по этой причине происходит замыкание, вследствие чего и выходят из строя телевизоры, холодильники, стиральные машины и другие предметы быта. В этом доме 20 квартир. Если каждая семья подключит стиральную машину, то напряжение снизится. Если сила напряжения должна быть 220 вольт, то у нас только 170. Поэтому часто отключается свет. Просим, чтобы протянули провода, и наша бытовая техника не сгорала. У меня вчера сгорела почти вся электронная техника. Часть сотрудников ГУП «Энергоресурс» проверяет и отключает злостных неплательщиков, чья задолженность за коммунальные услуги превышает 5000 рублей и выше. Задолженность за расходование электроэнергии имеют не только физические лица, но и коммерческие объекты. Во время рейдов задолженность физических и коммерческих лиц составила от 15 до 63 тысяч рублей. Конечно, люди проявляли непонимание и выражали свое возмущение. Почему же их отключают? Сотрудники ГУП «Энергоресурс» проявляют и понимание, входят в положение. Но когда задолженность достигает таких цифр, они вынуждены отключать абонентов за неуплату. Рейды проводились на 3 улицах столицы – Московской, Махарбега Туганова и Хазбига Глоева, бывшая Тельмана. Инженер отдела сбыта электроэнергии ГУП «Энергоресурс» Руслан Техов пояснил, что неплательщиков извещают, чтобы те погасили свои задолженности, иначе они будут отключены от электросети. После 10 тысяч мы сегодня уже отключили по улице Туганова, дом 24. 2 абонентов отключили. Плюс отключили на Московской, в Оливах, тех, кого мы отключили, подключение уже производится за энную сумму. Желательно хотя бы 2/3 заплатить, чтобы мы уже не приставали к человеку, что мы уже не 59, 60 тысяч рублей, 2/3 это 40 тысяч. Но 20 тысяч все равно остается долг. Были напротив ГАИ,
3 ребра магазин называется. Продавщица тут же зовет, я говорю, сейчас пойду и хотя бы 5000 заплачу. У него где-то около 10 тысяч рублей дома, или 11 тысяч. Среди наших граждан есть такие, чья задолженность более 140 тысяч рублей. Собираемость за расходование электроэнергии по всей республике низкая, поэтому каждый житель должен проявить понимание, почувствовать ответственность и погасить свою задолженность. Алена Оттаева, Ринат Медоев, информационный выпуск «Сегодня». События последних десятилетий, войны оставили свой след на облике столицы. За последние годы руководством страны уделяется огромное внимание для исправления ситуации. Удалось сделать многое. Цхинвал преображается, но и сделать предстоит немало. Парк культуры и отдыха требует капитального благоустройства. Когда начнется строительство и планируется ли оно вообще, узнавала Елена Газаева. Парк культуры и отдыха на набережной Цхинвала известный среди горожан как большой парк, который год остается неблагоустроенным. Во всех городах мира есть парки, аллеи, зоны отдыха, развлекательные и игровые зоны. Цхинвал – единственный город, где нет парка с каруселями, аттракционами, красивыми набережными. Нет зоопарка. Приходится по мере возможности родителям вывозить детей за пределы республики, чтобы сводить свое чадо в зоопарк, покатать на каруселях. Это, так сказать, бонус за отличную учебу или хорошее поведение. Можно свалить на то, что долгие годы республика пребывала в состоянии войны и разрухи, которые оставили глубокий отпечаток. Что может быть приятнее погулять с детьми в парке, покататься на аттракционах, провести весело время? Или прогуляться по набережной, шурша под ногами осенней, опавшей листвой? Но, к сожалению, вопрос благоустройства городского парка вот уже который год остается открытым. Из рассказов старожил города мы можем только рисовать в своем воображении, насколько здесь было хорошо и красиво. В парке располагалось множество аттракционов, пруд с лодками, лебедями, тир, концертный зал. Лишь руины и отдельные части искореженных аттракционов напоминают, что когда-то в парке царило веселье. Молодое поколение цхинвальцев с нетерпением ждет, когда же начнется строительство и благоустройство территории большого парка. Было бы хорошо, если бы установили здесь карусели и аттракционы. Мы бы приходили сюда с друзьями, игрались, проводили свободное время. Я тоже хочу, чтобы обустроили этот парк. Сейчас здесь нет ничего красивого и интересного. А если бы установили игровые площадки, мы бы здесь проводили все свободное время. По словам главы администрации города Цхинвал Алана Кочиева, в следующем 2018 году начнется масштабное строительство. Парк будет иметь больше спортивно-оздоровительный характер, так как львиную долю парка занял дворец спорта «Олимп». Парк будет обустроен пешеходными дорожками, велодорожками, будут и аттракционы. На будущий год руководство внес в программу, и пока проекта нет, но в планах уже на будущий год мы будем благоустраивать большой парк. Еще раз хочу обратиться к населению нашего города, чтобы бережно относились и чтобы не выкидывали мусор где попало, чтобы относились свой мусор куда положено, чтобы они бережнее относились к нашему дому, как сказать, это наш дом, наш город. И если этого не будет со стороны населения, то какие бы методы и как бы мы ни хотели, все равно мы не сможем и не в силах, чтобы у нас был красивый город, как мы хотим. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. Мы надеемся, что в скором будущем некогда излюбленный всеми горожанами и гостями столицы большой парк приобретет былую популярность. Елена Газаева, Замат Кудзев, информационный выпуск «Сегодня». Комитет по делам молодежи, спорту и туризму Южной Осетии в рамках государственной комплексной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Республики Южная Осетия» приступил к уборке территорий святых мест. Сегодня они очистили от бытового мусора территорию Маскот-Эдзуар. Посещение святых мест для многих превратилось уже в подобие пикников. Нарушаются все правила посещения, которые бережно передавались нам нашими предками.
Каждый из нас должен осознавать, что земля, на которой мы живем, это наш общий дом. И каждый из нас обязан соблюдать чистоту и порядок. В первую очередь мы должны приучить подрастающее поколение к бережному отношению к окружающему. Народ мы гостеприимны, и каждый раз, когда к нам приезжают гости и туристы, мы должны показывать им, что чтим святые места и содержим их в чистоте. В планах у нас убрать еще и родники. К сожалению, некоторые граждане оставляют за собой много мусора, особенно летом. И сейчас мы собираем весь этот мусор. К этой работе мы будем привлекать и учащихся школ, и студентов техникума. Единства мы вспоминаем о событиях 28-летней давности. 23 ноября 1989 года уже с утра цхинвальцы стали стекаться в район ТЭК. Люди знали, что проведение митинга – предлог, означающий новый формат агрессивной грузинской политики. Тогда в Южной Осетии не хотели верить, что это война. Тогда задача виделась в том, чтобы не пустить грузинских неформалов в город. Никто, кроме жителей, этого сделать не мог. И цхинвальцы встали на защиту своей столицы. Народ Южной Осетии отчетливо помнит те события. Я хорошо помню это событие и знаю, как и что там происходило. Я встал в 5 утра и видел, как на ТЭКе собирались машины и люди. Я быстро оделся и побежал в ту сторону. Пока было темно, я бегал по домам и кричал, что грузины пришли, и чтобы все вышли на улицу. Все выглядывали из окон, но моим словам никто не верил. Все меня спрашивали, кто пришел, куда пришел. «Пришли грузины», — отвечал я им. Оттуда я побежал в сторону ТЭКа и добрался до здания суда. Возле суда ко мне навстречу выбежал молодой парень. Он и сказал мне, чтобы я вернулся и привел с собой людей. Я побежал в сторону площади и стал кричать, чтобы все меня услышали и пошли со мной. Вот тогда все уже испугались и стали активничать. Я продолжил свой путь в сторону ТЭКа и увидел, что людей становилось все больше и больше. Как все происходило в тот день? Я проходил по улице Сталина со своими старыми друзьями. Вася Джусоев, Ацамас Харебов, Дзуцев Куко. И когда мы пришли в район Бугири, встретили там грузинов. Они держали в руках грузинский флаг. Если сказать честно, то в советский период мы с грузинами не ругались. Мы их спросили, что им надо и какую цель преследуют. Неужели вы до сих пор не поняли, что мы не испугаемся и не отдадим свою родину? Мы несколько минут переговаривались, потом потихоньку продолжили свой путь и пришли в район турбазы. Через стадион поднялись к высоте ТЭК и увидели там много людей. Мы тоже побежали в ту сторону. Чуть выше городского суда стояли несколько парней. Точно не могу сказать, сколько их было, но их было немного. Мы все взялись за руки и стояли. Потом уже людей с каждой минутой становилось все больше и больше. Приближается 23 ноября. Этот день для Осетии является одновременно датой и скорби, и радости. День радости, потому что с того дня Южная Осетия больше не была зависима от Грузии. Скорбный день потому, что именно тогда началась война между Южной Осетией и Грузией. Было потеряно много невинных людей. Я хочу, чтобы Осетия была защищена от таких дней. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Воспитанники боксерского клуба «Ирон» вернулись на родину с победой. В турнире в городе Нефтеюганск Алан Аль-Дамари занял первое место. Он одолел в финальном бою сильного соперника из Нижневартовска. На родину только с победой. Такого девиза в последнее время придерживаются воспитанники боксерского клуба «Ирон». И на этот раз из города Нефтеюганск они вернулись чемпионами. Алан Аль-Дамари занял первое место. Турнир имени последнего олимпийского чемпиона Советского Союза Вячеслава Яновского проходил впервые. И в нем в качестве почетных гостей приняли участие и югостинские боксеры. Хочется сказать большую благодарность нашим землякам Баев Алам Тимофеевич и Сергей Томаев. Они нас пригласили, то есть все финансовые вопросы взяла на себя организующая сторона. Вот, приняли участие два спортсмена из Южной Осетии. Я боксировал со спортсменами из Луганска и Нижневартовска. Первый бой выиграл без усилий, но во время финального боя пришлось серьезно побороться. И все же нам удалось победить. Мы привезли первое место. В турнире принял участие Ацамас Бестаев, воспитанник тренера Чермина Бестаева. Он занял третье место. Сам Алан Аль-Дамари провел 2 боя и своей блестящей победой порадовал всех зрителей. Очень достойно, хорошо отбоксировал. То есть я доволен и результатом, и боями. Ну, в финальном бою немножко пришлось понервничать. Но это финал всегда бывает таким.
Вот, приняли нас очень радужно, очень хорошо. Вот, еще раз им большое огромное спасибо. Такое внимание к нам уделили, прям даже были, не знаю, в почетных гостях, можно сказать. А еще на открытии присутствовали такие знаменитые люди, как чемпионы мира Николай Валуев, бывший чемпион мира Руслан Проводников, в любительском боксе Макаренко, Евгений Макаренко, чемпион мира, участник Олимпийских игр, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбека. В общем, там гостей почетных было, всех не перечесть. В таких серьезных турнирах Алан принимает участие не первый раз и всегда достигает хороших результатов. То, что он юный спортсмен и имеет хорошее будущее, отметили и организаторы турнира. После окончания турнира преподаватель Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья в Санкт-Петербурге поднялся на сцену и сказал, что 3 лучших спортсмена турнира после окончания школы автоматически зачисляются в этот вуз. Среди них и Алан Альдамари. После окончания турнира состоялась пресс-конференция. Журналистов интересовал вопрос восстановления и развития Южной Осетии после августа 2008 года. Я сказал, что государство развивается в правильном направлении. Вот, руководство делает все для молодежи, для населения, чтобы люди жили в достатке. Строится много спортивных объектов, культурных объектов, вот, чем они были очень приятно удивлены, скажем так. Вот, спросили, как насчет руководства, какое внимание уделяет спорту. Естественно, было сказано, что все самое лучшее делается для детей, для спорта, для молодежи. Турниру хотят присвоить международный статус. Югостинские спортсмены уже приглашены и на следующий год. Сергей Кочиев, Регина Черткоева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. В столице состоялся массовый кросс по легкой атлетике. Забег проходил на дистанцию в 3000 метров. Соревновались студенты Цхинвальского многопрофильного колледжа. Призовые места определены, о них нам расскажет Фатима Чучиева. Студенты Цхинвальского многопрофильного колледжа численностью в 17 человек стали участниками массового кросса по легкой атлетике на кубок директора колледжа. Ответственным за подготовку и проведение данного мероприятия является преподаватель физической культуры Цхинвальского многопрофильного колледжа Константин Гатикоев. Забег проходил на дистанцию в 3000 метров. Это способствует популяризации спорта среди студентов колледжа. Ну и студенты сами, конечно же, стремятся на уроки физкультуры, и это повышает общий интерес к студенческой учебе. В забеге принимали участие как юноши, так и девушки. Забег парней проходил в несколько этапов. Лучшим бегуном среди парней, занявшим первое место, стал Аслан Сакаев. Второе место занял Алан Кокоев, а на третьем месте Сергей Гагиев. Среди девушек первое место заняла Ланда Дивоева. Соревнования проходили на перекрестке улиц Московская и Октябрьская. Данное мероприятие, которое организовало руководство нашего колледжа, мне лично очень нравится, так как мы вместе объединяемся, и нам бывает еще более интересно. Лично я хотела бы, чтобы такое мероприятие проводилось и еще, и хотелось бы даже дальше в нем участвовать. Улицы были перекрыты, бегунов сопровождала машина дорожно-патрульной службы. Фатима Чочиева, Азиз Багаф, информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 21 ноября. В Знаурском районе республики завтра, 22 ноября, пасмурно, снег. Днем температура воздуха +3, ночью нулевая температура. В Завском районе также пасмурно, дождь со снегом. Днем 2 градуса тепла, ночью -1. В городе Квайса пасмурно, снег. Днем около нуля, ночью -2. В Ленингорском районе Южной Осетии пасмурно, дождь. Днем +4, ночью +1. В столице республики в Цхинвале пасмурно, снег. Днем +2, ночью -1. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаем вам о сообщении Комитета государственной безопасности республики, что в связи с обеспечением мер безопасности в период мероприятий, посвященных Дню мужества и народного единства, с 6:00 22 ноября не будет осуществляться пропуск граждан в местах пересечения государственной границы с Грузией. Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 21:00 24 ноября 2017 года.
Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.